В эфире новости, студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Снова в школу. День знаний по всей Якутии прошел в очно-заочном формате. 46 новых случаев COVID-19, больше всего заболевших в столице. Книгу «Матери Победы» презентовали в Амге. Для ее создания привлекли более 1000 человек. Международная арктическая школа сегодня открыла свои двери. В торжественной церемонии принял участие глава Якутии Айсан Николаев. Из-за пандемии коронавируса в этом году в школе будут учиться только 7, 8 и 10 классы, но в очном формате. Уже набрали более 180 детей из Якутска и районов республики. По плану же школа рассчитана на учеников с 5 по 11 классы. Дети будут углубленно изучать английский и другие языки с иностранными преподавателями. Еще одна особенность – ребята освоят специфику арктического региона. Новая школа оснащена по последнему слову техники. Есть компьютерные классы, планетарий, современный актовый зал и музей арктической цивилизации. Мы ставим задачу, чтобы через 2 года школа уже вошла в систему международного бакалавриата. Для этого надо очень много работать. Мы сегодня очень серьезную работу ведем по созданию в республике системы работы с одаренными детьми. Это очень важно для нашей республики. И сегодня вот Международная арктическая школа становится одним из таких ее центров. Сегодня линейки прошли по всей республике. Например, в Хангаласском районе на День знаний разрешили прийти только первоклассникам и выпускникам. Остальным рекомендовали провести классный час в онлайн-формате. В Покровской средней школе номер 2 1-сентябрьскую линейку провели дважды. Отдельно для 1 А и отдельно для 1 Б. Все присутствующие были в масках, а первоклассники стояли на расстоянии в 1,5 метра друг от друга. Выпускники провели классные часы также с соблюдением социальной дистанции. В каждом кабинете, где проходил классный час, работал прибор для очистки и обеззараживания воздуха. Всего в этом году в школы района поступили 540 первоклассников. К концу учебного года должны выпуститься 272 11-классника. Но мы, родители, надеемся, что у нас все будет хорошо. Дети будут ходить в школу, получать знания именно в очной форме, так как, конечно же, школа в очной форме никак не заменит другие формы обучения. В этом году большое внимание надо будет уделить своему самоконтролю. Это огромный шанс проверить себя, так как в этом году сложно всем, также учителям, и большей части нам придется готовиться самим к экзаменам. Это очень будет сложный год, но мы не отчаиваемся, рады тому, что вообще мы пришли в школу, что мы будем учиться. Это очень нас радует. А в Якиндюмской школе Вилюйского района сегодня 83-й раз прозвенел первый звонок в честь 3 первоклассников. В этот волнительный день для новоиспеченных школьников их поздравили родители и учителя. В 2008 году сельская малокомплектная школа открыла кадетские классы. Здесь учатся мальчики-подростки из разных районов Якутии. Военная, физическая, психологическая подготовка ведется за счет дополнительных часов, кружков и военных сборов. Учебное заведение входит в республиканскую сеть кадетских школ. Сегодня здесь учатся 68 школьников. Я работаю учителем начальных классов. В данный момент у меня идет 8-й год работы по программе «Школа России». В этом учебном году я принял 1 класс, 3 мальчиков. Работа учителя начального класса очень интересная. Учитель начальных классов должен уметь все. Это самый творческий человек. Люблю рисовать, считаю до 100, знаю буквы. Когда стану взрослым, буду кадетом. В Якутске более 5500 детей впервые переступили школьный порог. Торжественные линейки в столице региона прошли только для учащихся первых классов. Конечно, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Но даже этот факт никак не повлиял на атмосферу праздника. У меня настроение очень хорошее. А тебе мама объяснила, да, почему сегодня нужно надеть маску? Чтоб не заразиться. Есть какие у тебя средства защиты есть? Такая для рук штука. Санитайзер, вот. Да? Да, санитайзер. Что ты им будешь делать? Я налью на руки его, помажу, потом высохнет,
Ну, если я там что-то потрогаю, потом нужно обязательно это использовать. Проезд по транспортным картам для учащихся столичных школ возобновляется. Как правило, в конце учебного года они автоматически блокируются. Есть ли какие-то изменения в этом году и где родителям первоклассников приобрести карту, выяснял Дмитрий Тымыров. С началом нового учебного года на улицах города Якутска можно наблюдать отдохнувших школьников, которые после летних каникул стремятся к школьным партам. Вместе с этим с сегодняшнего дня возобновлены проездные по транспортным картам. 31 августа у нас, то есть вчера вышло постановление окружной администрации о возобновлении бесплатного проезда для учащихся с 1 по 11 классы. То есть это те льготные, не льготные категории, получается у нас 1-4 у нас ездят бесплатно дети, и дети с малоимущих семей 5-11 класс. Как отметили в управлении дорог Якутска, никаких изменений в механизме получения проездных документов в этом году нет. Родители новоиспеченных первоклассников для получения карт должны обратиться к своим классным руководителям. Непосредственно родителям обратиться в свои учебные заведения, в те школы, которые они обучаются, написать заявление. В школе этот механизм уже также отработан, получается, они все это знают. Принимается заявление, нужна фотография. В школе это принимают, направляют это в управление социальной защиты, и непосредственно саму карту эмитент, получается, банка, который будет держать эти карты, это у нас Алмаз-Аргиенбанк. То есть непосредственно Алмаз-Аргиенбанк уже потом оформит эту карту, стоит она 100 рублей. Как отметили в банке, только за год они выпускают порядка 5000 проездных документов. Вместе с этим руководство МУП «Япак» сообщило, что с началом нового учебного года к выходу готовятся новые автобусы для перевозки детей, которые оснащены всем необходимым. На сегодняшний день на линии выходит порядка 28 автобусов ежедневно. Также у нас готовится к выходу на линию вторая автоколонна, это перевозка школьных образовательных учреждений отдельно. То есть специальный сертифицированный аттестованный автобус для перевозки именно детей только. Также с этого месяца режим работы общественного транспорта города переходит на осенне-зимний режим работы. Напомним, ранее общественный транспорт работал с ограничениями, которые были внесены из-за пандемии коронавируса. Но при этом работы по соблюдению мер безопасности, связанные с пандемией, сохраняются и будут проводиться и далее. По дезинфекции у нас проводится ежедневная текущая обработка автобусов, и полная это после окончания смены. Также здесь сообщили, что ношение маски и других средств защиты остается обязательной для всех пассажиров. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. Теперь о текущей эпидобстановке. В Якутии за сутки выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусом. В Якутске 20, в Мирнинском 9, в Нюрнбергском 4. В Алданском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Татинском районах по 2 случая. И по одному больному в Абыйском, Верхневилюйском, Верхоянском, Аймеконском и Хангаласском районах. Вирус унес жизнь еще одного человека. Летальный исход официально подтвержден. За сутки лаборатории провели чуть менее 1500 анализов. Книгу «Матери Победы» презентовали в Амге. Она рассказывает истории женщин Амгинского района, которые потеряли своих сыновей во время Великой Отечественной войны. Для создания книги задействовали более 1000 человек. Это поисковики, волонтеры и молодежь. В свет должна выйти вторая часть книги «Матери Победы». Работа над ее созданием начнется в скором времени. Улус Амгинский выделил наибольшее количество имен матерей. Целью этого проекта явилось именно выявление имен матерей, которые направили в годы войны своих сыновей. И второе, это задача этого проекта, это привлечение к поисковой работе нашу молодежь. В Улусе было выявлено 577 имен матерей. И это было положено в основу того, что жители и общественность Улуса приняли решение о увековечении имен этих матерей. Актеры Русского драматического театра Дмитрий Юрченко и Сергей Ацигейда во время пандемии приступили к съемкам сериала под названием «Батя». Небольшие ролики, снятые на мобильный телефон, актеры размещают в социальных сетях.
По задумке авторов, сериал интерактивный, и в конце каждой серии зрителям предлагают выбрать вариант дальнейшего развития событий. В сети уже 2 эпизода, когда появятся новые серии и как долго будут длиться приключения Бати, узнавал Александр Хавренко. Он жил своей жизнью. Немного юмора, немного мистики, чуть-чуть абсурда и сюрреализма. Телефон и желание творить. Вот, собственно, и все, что понадобилось создателям сериала «Батя» для съемок. Актеры Русского драматического театра Дмитрий Юрченко и Сергей Цигейда снимают первый якутский интерактивный сериал для социальных сетей. Мне пришла идея сделать фотосессию про то, что англичанин собирает в лесу грибы. И мы подумали, блин, это будет крутая фотосессия, типа чувак весь в пиджачке такой ходит и собирает грибочки. Я говорю, это будет ржачно. Пока ехали туда, нечаянно набрели на военную базу. Начали ее смотреть, что-то начали пробовать снимать, и тут невольно, сам по себе начал рождаться проект, типа, а давай не будем делать фотосессию, а сделаем прям видео про то, как мужик красиво одетый, прям вот с иголочки, попадает в мир утопии и пытается выживать, и причем против всех законов физики. Давай попробуем. Родившийся из шутки сериал постепенно обрастает новыми идеями, новыми задумками. У сериала нет четкого сценария, и многое из того, что видят зрители, рождается уже в процессе съемок. Что-то готовится заранее, какие-то там тезисные вещи, да, то есть мы спланировали себе. Потому что раскадровку-то писать киношную у нас просто физически времени нет, да, а как-то тезисно для себя определить какие-то там кадры, то есть просто написать чисто словесно, да, это мы, конечно, делаем, но процентов, наверное, 40, иногда даже, может быть, 50 на 50, что-то рождается уже во время работы непосредственно на локации там или где-то еще там. С каждым эпизодом зрителей сериала становится все больше, и актеры не собираются останавливаться на 3-4 сериях. Мы на самом деле хотим его снимать весь год, то есть и зимой тоже. Мы только не понимаем, как у нас будет происходить это, когда будет на улице минус 50, но у меня есть зеленая ткань, и, может быть, что-то мы с ней придумаем. Но как бы то, что будем снимать до следующего лета, если что-то прям кардинальное не случится, это факт. Следующий эпизод сериала выйдет уже в конце этой недели или в начале следующей. Если вы еще не следите за приключениями Бати, то самое время к ним присоединиться. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.